Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Куда транспорту дорога? Думаю, что лучше какой-нибудь дополнительный автобус. Ну, чтобы маршрут был. Что предлагают для новой маршрутной схемы Казани, узнал Дмитрий Аринин. Ни света, ни газа, ни сроков. А что подрядчик не доделывает? Деньги фактически взял. Почему из аварийного многодетные Низамовы переезжают в недостроенное жилье, выяснял Рамиль Шайдуллин. Новому микрорайону новая поликлиника. Я планирую прикрепиться к этой поликлинике и посетить терапевта. О первом медучреждении в Салават-Купире в сюжете Динары Камаловой. Прощай, пороховой. Министр промышленности России предложил Владимиру Путину перенести Казанский пороховой в Удмуртию. Новым местом прописки хотят сделать Кизнер. Накануне на этой площадке уничтожили один из последних химических арсеналов России. Как новости отнеслись в Татарстане, расскажет Елена Веселова. Уничтожено полностью. Доклад закончен. Как только в удмуртском Кизнере попрощались с арсеналом химического оружия, Федеральное министерство приготовило новый смысл для этого места. Объект Кизнер, где сегодня уничтожили последний запас химарсенала, рассчитываем использовать для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом мы готовы закрыть в центре города Казани пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку. Предложение по пороховому, как и прочие, прозвучавшие на совещании, Владимир Путин поручил как следует проработать. Хорошо. Проработайте это окончательно и представляйте правительство. Казанский пороховой – это федеральное предприятие, одно из старейших в Татарстане. Ему более 200 лет. Сейчас здесь выпускают порох и снаряды. Вот только в последнее время здесь практически ежегодно происходит авария, где гибнут люди. Крупная произошла в марте. Тогда же тема безопасности стала поводом серьезного разговора на коллегии Ростехнадзора. Завод, конечно, очень старый. Пока мы не построим нормальное современное предприятие, это будет большой проблемой и для столицы, это будет и для надзорного органа. Сидим на пороховой бочке, говорят казанцы. Они не против, если завод сменит прописку. Давно пора. Химическое производство опасное, в постоянное время горит. Вообще очень была бы рада, потому что постоянные ночные взрывы. Да пускай переносит, нам что, какая разница, в принципе-то. У жителей Удмуртии, судя по переписке в соцсетях, полярное мнение. Ага, давайте все сюда. Кизнер уже как мусорный трубопровод. И будем жить как на пороховой бочке. Зато будут рабочие места. Впрочем, как отмечают эксперты, здесь нужно подумать, в том числе и что будет с сотрудниками завода. Сейчас здесь работает около 2000 человек. Необходимо инвестировать, необходимы безопасные технологии. Возможно, чуточку перенести, сохранить рабочие места, налоговую базу. Локальные неприятности бывают. И даже есть человеческие жертвы, это плохо, но, так сказать, город от этого не страдает. Это не первая идея перенести, значит, пороховой завод на другую территорию. Оборотная сторона перемещения завода состоит в том, что площади, которые сегодня находятся у порохового завода, они, значит, должны быть рекультивированы. На это тоже понадобятся средства. Останется ли пороховой на своем месте или переедет, станет известно, когда специалисты взвесят все за и против. Хочется думать, будет учтено и мнение общественности. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Задержаны гендиректор и главный бухгалтер ВИМ-Авиа. Об этом сообщает Следственный комитет России. Как отметили здесь, им будет предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсикаевы поспешно покинули страну. Напомним, уголовное дело Следственный комитет России возбудил 25 сентября. Электробусы, повременные билеты и новая цена проезда. Общественный транспорт Казани может затронуть целая череда нововведений. В столице Татарстана разрабатывают новую маршрутную сеть. Что ждет пассажиров и как они сами могут на это повлиять, узнал Дмитрий Аринин. Согласно последним исследованиям, сейчас для большинства жителей Казани остановки общественного транспорта находятся всего в нескольких шагах от дома. И нужного маршрута в среднем нужно ждать менее 10 минут.
Вот только из этой благостной статистики выпадают новые и труднодоступные микрорайоны. За последние 10 лет, как была принята действующая маршрутная схема, население Казани увеличилось на 100 тысяч человек. Это и требует по-новому охватить казанцев общественным транспортом. Свое диктуют и новые федеральные стандарты, где больше внимания будет уделяться комфортности и своевременности перевозок. Как это отразится на стоимости проезда, пока неизвестно. А может быть, маршрутная сеть нам разработает такую, которая даст снижение тарифа. Мы с вами сегодня не знаем. То есть возможно, что она оптимизирована будет настолько, что автобусы будут ходить полными, и средств, собранных на маршрутной сети, будет достаточно и покрывать все расходы. Еще на пути нововведения замаячила перспектива появления в Казани повременных билетов, когда, заплатив один раз, можно в течение определенного времени неоднократно пересаживаться с транспорта на транспорт. В Казани пока нет вот этих вот повременных тарифов, и мы планируем предложить новое тарифное меню, которое будет учитывать такой вид тарифов. В Казани собираются протестировать и новый вид транспорта – электробус. Такие сейчас уже начали обкатывать в Москве. У нас пока появится один. Целая маршрутная сеть дороговато. Но тем не менее у нас с КАМАЗом заключено соглашение, они разработали электробус и готовы нам поставить в город для апробирования один электробус. Как сейчас говорят перевозчики, для них главное, чтобы было меньше дублирующих маршрутов. На сегодняшний день у нас очень много маршрутов, которые до 80% практически повторяют друг друга. И это приводит к тому, что начинаются гонки за пассажиром, и в итоге страдает безопасность движения. Казанцы же по поводу изменений выдвигают множество мнений и предложений. Думаю, что лучше какой-нибудь дополнительный автобус. Ну, чтобы маршрут был. Нет, в плане билетов меня все устраивает. Уже до конца этого года разработчиками должны быть представлены несколько вариантов новой транспортной схемы. Какой проект ждет зеленый свет, решат на открытых обсуждениях. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Начальник ГИБДД Чистополя будет привлечен к административной и дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает МВД Татарстана. Напомним, в сети появилось видео, где сначала легковой автомобиль подрезает грузовик, а после его водитель останавливает КАМАЗ и представляется начальником ГИБДД, при этом ведет себя, мягко говоря, некорректно. Видео было изучено, причиной конфликта, говорят в МВД, стало нарушение со стороны водителя КАМАЗа. Он двигался в зоне действия дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». Жить нельзя бояться. В рамках проекта «В объективе ТНВ. Большая семья» мы не могли обойти стороной историю многодетной семьи Низамовых. Целых 10 лет они ждали переезда и, наконец, получили новый дом. Только без газа, воды и света. Хотя по бумагам дом готов. Почему не на все 100? Рамиль Шайдуллин продолжит. Стена кирпичная, мы держали ее троем. А так вот-вот рухнет и потолок дома, что с начала 80-х не видел ни одного капремонта. Низамовы годами ждали переезда в новое жилище. Для строительства по линии Минсельхоза получили сертификат. Добавили материнский капитал, а исполком назначил подрядчика. Дом построили, но по цене 2, утверждает семейство. Он взял в среднем на 800 тысяч этот дом, а с меня взяли почти 1,5 миллиона. За эти деньги подрядчики подняли здание, совсем не похожее на прежнее. Новый панельный дом стоит прямо по соседству, только до сих пор пустует. Словно через заросли и бурьяны, через ругань и отказы семья шла к новому жилью почти 10 лет, но даже когда дошла, поняла, что в никуда. Новый дом пока не пригоден для жилья. Мы приехали. Замечание к строителям прямо с порога. Как жить, если в доме нет света, воды и газа? Их не было и по договору предчистовой отделки, утверждает подрядчик. В таком состоянии дом можно подсоединять к общим сетям. По договору в предчистовой отделке мы все выполнили. Семья заехать должна была еще прошлой осенью, только сроки сместили и ничего не исправили. Дом он недостроенный, внутри не предчистовая отделка, там недоделок очень много. До сих пор нет воды, света и газа, на подведение коммуникаций у многодетной семьи нет денег, но их нет и в бюджете района. Если мы как-то что-то выделим, то это уже будет коррупционная составляющая. Для чистоты процесса Низамовым в исполкоме советуют искать самим нужную сумму или в соцзащите, или в виде возврата налога, чтобы зиму не встретить в бараке. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Рыбнослободский район.
Оснований для заключения под стражу не нашли. Сегодня Советский суд Казани отклонил ходатайство следователя по делу руководителя департамента ЖКХ Зеленодольска Олега Анисимова. Напомним, он был задержан в прошлую пятницу. Следственный комитет возбудил в отношении чиновника дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 26 сентября следователи уже настаивали на СИЗО, однако Зеленодольский суд отправил его под домашний арест. Но Анисимов был вновь задержан уже по другому эпизоду. Он заключил договор на аренду личного «Лексуса» с департаментом ЖКХ. Мне не стыдно, не обязательно шаг, который я предпринимал для того, чтобы и мои учреждения, и наши жители никогда не терпели убытки. Поэтому открыто готов сотрудничать. К другим темам. Сегодня новоселье в Салават-Купырэ. Сегодня в микрорайоне появилась долгожданная поликлиника. Микрорайон активно заселяется, однако инфраструктура пока отставала. Жаловались жители. И вот теперь первая ласточка. Какие специалисты под рукой, узнала Динара Камалова. Вот он, долгожданный час и минута. В Салават-Купырэ новая поликлиника. Пока она здесь первая и единственная, поэтому особо ценная для местных жителей. Но и врачи радуются не меньше, ведь до работы им нужно пройти совсем немного. Все они живут в шаговой доступности. По грантовой системе в микрорайоне получили соципотеку, как, например, врач-УЗИст Эльза Муртазина. Чтобы делать казанцев здоровыми, она приехала из Уфы. Можно исследовать не только, как и беременность, и УЗИ брюшной полости, но и можно сделать исследование сосудов всех органов. В поликлинике есть все необходимые специалисты, как терапевты, так и врачи узкого профиля. Это эндокринолог, невролог, окулист, хирург. К ним уже открыта запись. Кабинет неотложной помощи тут же. Все это к услугам не только местных жителей. Поликлиника будет обслуживать и соседние комплексы. Мы реализуем программу президента модернизации поликлиник. Наши поликлиники, они вот все будут такие: светлые, просторные, удобные, комфортные, эффективные, с хорошей продуманной медицинской логистикой. На базе поликлиники в скором времени смогут проходить обследования сотрудники разных предприятий Кировского и Московского района. Так поликлиника станет участником проекта «Промышленная медицина». Всего в Салават-Купырэ планируют открыть 4 поликлиники, но это произойдет уже после полного заселения комплекса. Динара Камалова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Новоселье в Чистополе. Здесь сегодня заселили новый дом по госпрограмме переселения из аварийного жилья. Ключи от благоустроенных квартир получили 60 семей. Застройщик домов — Госжилфонд. С начала этого года по жилищным программам в Чистополе ввели в эксплуатацию 3 дома на 253 квартиры. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Завод «Фонарь». Раньше мы считали кувалда основной монтажный инструмент. 60 лет отметил Татэлектромонтаж. Об инновациях и сохраненных традициях. Александр Севастьянова. Чего не хватает исламскому образованию в Татарстане? Осталось теперь постараться, проявить терпение и воспитать наших богословов, чтобы они достигли международного уровня. С участниками форума преподавателей исламских организаций ответ на вопрос искала Лейсан Сабирова. Да будет свет. 60 лет сегодня отметил Татэлектромонтаж. Сейчас это крупнейшее предприятие в строительной отрасли Татарстана и первое в рейтинге профильных по России. С юбилеем компанию поздравил Рустам Минниханов. Президент отметил заслуги предприятия. О достижениях и планах Александра Севастьянова. Не только осмотрел, но и опробовал. Рустам Минниханов оценил работу предприятия на отлично. Это распределительное устройство. Делаем в Москву, метро. Распределительное устройство электроэнергии для московского метрополитена. На Татарстане Татэлектромонтаж не замыкается, покоряет все российские горизонты. В числе партнеров Москва, Нижегородская область. Сотрудники трудились и на олимпийских объектах в Сочи. Но, используя современное, не забывают о традиционном. На эту тему шутят и ветераны предприятия. Раньше мы считали кувалда основной монтажный инструмент. Ну и почти сейчас же, можно сказать, осталось. Кувалда осталась, а вот остальное изменилось, говорит Виктор Хамитов. Оборудование, по последнему слову техники, инновационный подход к работе. Моя работа такая, что каждый раз, особенно строители, приходят с опытом. Вот за все время моей работы по Татэлектромонтажу, чтобы строить графики или какие-то замечания не было. Это образец предприятий, которые есть в нашем строительном комплексе. Сейчас Татэм – это целый комплекс предприятий, 7 электромонтажных управлений, 2 завода, управление пусконаладки и логистики. Предприятие имеет все-таки яркую историю, и
много славных побед и много правительственных наград. Все эти, конечно, награды не могли бы быть возможны, если бы не работа коллектива. А коллектив — это 2000 сотрудников. Некоторым сегодня благодарственные письма за работу президент вручил лично. Александра Севастьянова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уже к 2025 году Татарстан хочет выпускать до 16 миллионов шин в год. Сегодня эту задачу поставил Совет директоров Татнефти. На заседании Рустам Минниханов и участники круглого стола утвердили бюджет компании на 4-й квартал этого года. И сегодня же Рустам Минниханов был переизбран председателем Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Под его руководством были рассмотрены новые проекты, призванные модернизировать промышленность Татарстана. А аналитики рекомендовали предприятиям республики активнее участвовать в национальных рейтингах. Ну, давайте будем работать, чтобы мы мониторили, как обстановка, кто у нас в этой системе работает. Показания счетчиков дистанционно. Уникальный проект по сбору данных презентовала сетевая компания. На эту систему в Казани они перевели уже более 2000 домов. В 2016 году в сетевой компании была развернута инновационная система по автоматическому сбору показаний с общедомовых приборов учета. В работе всего второй год, но уже успела себя оправдать. Система позволяет прогнозировать затраты на электроэнергию. А это, в свою очередь, плюс для жильцов. Контроль электропотребления и корректное начисление ОДН. Данная система позволяет экономить время, деньги управляющей компании, сетевой компании, поскольку позволяет снимать данные с общедомового прибора учета ровно согласно законодательным срокам и исключая человеческие факторы, человеческие ошибки. Передача данных идет через интернет. В домах устанавливают специальные модемы. Все оборудование российского производства. Мы можем спрогнозировать, то есть наши затраты. Соответственно, всегда можем посмотреть, что было потрачено в предыдущих месяцах. И я считаю, что это очень удобно. И в будущем каждый дом, желательно, чтобы имел данный прибор. Это удобно и для управляющей компании, которая отвечает за большое количество домов и обязана передавать по ним показания приборов учета. Обычно как происходит показания? Это электромонтеры в течение 1-2 дней выходят на дома и переписывают показания. То есть освобождается электрический персонал. Но самое главное, это исчезает тот временной промежуток месячный. То есть снимается час в час. Автоматизированная система учета электроэнергии уже охватила более 2000 домов в Казани. К концу 2018 года 95% всех жилых домов столицы перейдут на работу по новым принципам дистанционного снятия данных об электропотреблении. Александра Севастьянова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Кулкубысы, думбра. Время учиться играть на них. Сегодня президент Татарстана посетил здание Союза композиторов Татарстана. Памятник архитектуры, построенный в 1906 году, открылся после ремонта. Рустам Минниханов оценил его обновленные кабинеты и концертный зал. Нетронутыми остались только прилегающие территории и фасад. Нужны дополнительные средства, и президент поручил просчитать точную сумму. Здесь в музее хранятся старинные тюркские инструменты. Возможно, вскоре они станут учебными экспонатами. Сейчас надо эти музыкальные инструменты, чтобы они появились, и здесь уже учебный процесс должен идти, а дальше уже все пойдет. Чего не хватает системе исламского образования? Этим вопросом задались участники 5-го международного форума преподавателей мусульманских образовательных организаций. Они впервые собрались в Болгарской исламской академии. Что нужно системе образования, чтобы не уступать зарубежным, знает Лейсан Сабирова. В Коране мы видим огласовки, значки, палочки, запятые своеобразные. Вначале была буква. Исламское образование начинается с изучения арабского языка. Сегодня татарстанскими учеными разрабатывают и учебники для национальных школ. 2 десятка школ, если не ошибаюсь, по Республике Татарстан, где преподается арабский язык. Естественно, флагманом, я считаю, 2-ю гимназию. Других школ, к сожалению, пока в качестве факультатива. Обеспечить основу для воспитания татарской религиозной элиты – цель современной образовательной системы. С открытием Болгарской исламской академии в республике сформировалась 3-уровневая система религиозного образования. Среднепрофессиональное образование дается в медресе, бакалавр в Исламском университете, а магистратура здесь, в академии. Как реализуется учебная программа на новом уровне – основной вопрос для всех преподавателей мусульманских образовательных учреждений, участников профильного форума. Сегодня в Татарстане около 2000 преподавателей. Занятия посещают более 20 тысяч шакирдов. Очень важно поднять качество уровня образования, то есть что касается программ, что касается ученых, шакирдов, материального обеспечения, все есть. Только осталось теперь постараться, проявить терпение и воспитать
наших богословов, чтобы они достигли международного уровня. Лакмусовой бумагой качества преподавания стала Болгарская исламская академия. Она открылась 4 сентября как новый тип учебного заведения, где готовят магистров и докторов наук. А пока преподаватели высшего звена. Уровень знаний бакалавров оценивают средним. В рамках сентябрьского педсовещания определят так называемые болевые точки. И именно на них сделают акцент при усовершенствовании учебной программы. Лисан Сабирова, Амир Залишев, ТНВ, Спасский район, Болгар. В Казани стартует чемпионат мира по спортивному ушу. В эти минуты в Центре гимнастики проходит церемония открытия мирового чемпионата в Казани. За ним наблюдает и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй. Расскажи, что для иностранных гостей подготовили организаторы турнира и чего стоит ждать от соревнований? Добрый вечер, Алексей. Что ж, прямо сейчас за моей спиной, уже в самом разгаре открытия чемпионата мира по ушу. Его ждали не только в нашей республике, его ждали во всей нашей стране. И организаторы подготовились очень хорошо. Это видно по эмоциям иностранных гостей, которые присутствуют здесь, по их аплодисментам. И если говорить о самом турнире, то стоит отметить, что сюда приехали почти 1000 ушуистов со всего мира, а точнее из 57 стран мира. И хочется сказать, что главными фаворитами, как и всегда, здесь считаются спортсмены из Поднебесной, потому что, напоминаю, именно в Китае китайцы являются родоначальниками такого вида спорта, как ушу. Конечно же, спортсменов уже успел поприветствовать и наш президент Рустам Минниханов. И прямо сейчас короткий отрывок из его обращения к спортсменам мы предлагаем послушать нашим телезрителям. Казань всегда открыта, и мы будем рады проводить разного уровня соревнования по ушу. Добро пожаловать в Ушкильдегесу Уштальсинга. Да, ну и как раз прямо сейчас здесь на открытии выступают наши российские спортсмены, которые, кстати, если следить за ими последними результатами, имеют хорошие шансы не просто побиться за медали, но и, быть может, даже победить на этих соревнованиях. Кто знает, мы лишь только верим всей душой за нашу команду. И, быть может, родные стены, родные трибуны, ну и, конечно же, талисман соревнований – это белый барс. Они обязательно помогут и принесут нашей команде удачу. Мы обязательно будем следить за тем, как развиваются события здесь, на чемпионате мира по ушу в Казани. Пока у меня на этом все. Алексей, с удовольствием передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. Будем болеть за наших. Это был Сергей Хайдаров из Центра гимнастики с открытия мирового чемпионата по ушу. Далее о других спортивных новостях и о погоде. Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Каждое утро мы просыпаемся, чтобы начать движение, чтобы сделать еще один шаг, совершить открытие, сделать чуть больше, улучшить жизнь вокруг нас. Изо дня в день. Потому что движение – это жизнь. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. 6 октября театр Галяскара Камала открывает новый сезон. В этот день для вас на сцене легендарная «Голубая шаль». 112-й сезон «Встретим вместе». Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. В Канавто. Большое поступление автомобилей «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Успей обменять свой автомобиль на новую «Лада». Канавто. Мусина 37. Телефон 230 30 30. Избавиться от привычки сложно? Тогда просто поменяйте. Поменяйте вредные привычки на полезные. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Иногда, чтобы осознать великое, нужно внимательно посмотреть на малое.
И только тогда можно понять, успех не случайность. Успех – это внимание к деталям, какими бы незначительными они ни казались. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. Анағым туды. Мин аңа кайчандыр син җырлаган җырларны килим. Ул тынычлап йоклап китә. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 7 олимпийских чемпионов на одной площадке. Противостояние двух грандов мирового волейбола смогли наблюдать болельщики Казани. «Зенит» дома принимал Белогорье. Лучшие игроки, титулованные тренеры, самые эффектные розыгрыши мяча. Все это получило название «Эль-классика» российского волейбола. В межсезонье Белогорье стало еще сильнее, подписав новичков. Однако при всем уважении к гостям у «Зенита» в арсенале имеются свои джокеры. И Владимир Олекна прекрасно этим пользуется. Пушечные атаки Максима Михайлова могут вывести команду из любой сложной ситуации. Еще один козырь в рукаве наставника «Зенита» – кубинец Вильфредо Леон. Если у этого парня пошла игра, то он в одиночку способен обыграть соперника. «Зенит» выиграл по партиям 3-0, однако счет не отражает всего того, что происходило на площадке. Эта победа стала для казанцев уже 56-й подряд в рамках национального первенства. Его называют пулемет Максим, то сейчас к нему еще новое прозвище приклеилось. Это киборг. Он реально красавец. «Зенит» вот эта победная серия, это на 50% состоит заслуги Макс. Отдает себя даже в матчах с командами, которые заведомо ниже нас уровнем. Я не видел таких людей, то есть такой отдачи для молодежи и вообще для подражания. Тем временем стали известны хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России по футболу. Казанский «Рубин» проведет 25 октября матч против самарских «Крыльев Советов» на домашней арене. Жеребьевка прошла в Москве в Доме футбола. Помимо «Рубина» на домашней площадке матчи 1/8 финала Кубка страны сыграют СКА Хабаровск, Московский «Спартак» и Тосно. Они за выход в четвертьфинал поспорят с петербургским «Динамо», Спартаком из Нальчика и Томью. Хозяева полей в оставшихся 4 матчах Кубка определены регламентом турнира. Напомним, что в 1/16 Кубка России Казанский «Рубин» со счетом 2-0 в гостях переиграл Оренбург из одноименного города. А «Крылья Советов» дома в дополнительное время одолели московский «Локомотив» 3-2. И в завершении новости тяжелой атлетики спортсмен из Татарстана выиграл золото международного турнира. На первенстве Европы среди юношей и девушек по тяжелой атлетике, которое проходит в эти дни в сербском Приштине, титул чемпиона весовой категории до 62 килограммов завоевал Зульфат Гареев. В сумме двоеборья наш молодой земляк набрал 269 килограммов. Из них рывок 127, а толчок 142. Вместе с ним на пьедестал почета поднялись армянин Бабкен Багратян и турок Юсуф Гаджинамаглу. Тренер нашего спортсмена, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Николай Колесников. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В пятницу в Татарстан придет самая настоящая осень. Холодная, сырая и с порывистым ветром. Подробнее после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночью без осадков +1. А вот во второй половине дня возможен дождь, местами возможен и снег, и около 5 градусов выше нуля.
На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно и дождливо. Ночью +2, днем воздух прогреется до 7 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно и дождливо. Ночью +3, днем около 7 градусов выше нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе дожди пройдут в ночное время и днем. Ночные температуры +3, днем до 7 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске и Дрожжаном ночью без осадков около нуля. Днем синоптики обещают дождь и 5 градусов тепла. Для жителей центральных районов Татарстана 29 сентября будет пасмурным и дождливо. Ночью около 2 градусов тепла, днем до 7 градусов выше нуля. В последующие дни сохранится такая же погода. Одевайтесь теплее, берегите себя. Хотите улучшить жилищные условия? Воспользуйтесь материнским капиталом. КПК «Семейная копилка» оказывает услуги в реализации материнского капитала на приобретение и строительство жилья. Подробности по телефонам: Казань 843 239 18 36, Набережные Челны 85 52 78 02 47. Кредит на потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу: город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков +1, +3. Днем пройдет дождь и 9 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ожидается магнитная буря. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.